Volcano подкасты. Әртүрлі компаниялармен практикалық қолданыстармен көбірек айналысқан адам. Все исчезло, короче. То есть, и сразу я остался один, сразу исчезли там друзья и так далее. И, мы обучали холдинг Самрухазна, то есть, да, компании, которые входят туда. Сейчас BI Group внедряем очень много. В свое время Куста Group, Астана Моторс, TAS Credit тоже, TAS Group, Центрас Group страховой. То есть, везде абсолютно нужен. Это обертка чата GPT. Все исчезло, короче. То есть, и сразу я остался один, сразу исчезли там друзья и так далее. И у них каждое вот это небольшое мини-мини такие фичи, да, обновления, они как такой трейлерами преподносят в соцсетях. Это очень хорошо продает. Но это обман немножко. Да. Даже малый-средний бизнес, у него все равно есть большой функционал. Это обслуживание клиентов, это коммуникация там с партнерами, документооборот и так далее. Типа N8N и Make можно реально классные вещи делать, да, обучать искусственный интеллект брать, да, обучать его, заставлять его как режим агента что-то делать, на какие-то сайты заходить, делать парсинг. Қайырлы күн достар, сіздермен мен Қанат Жаңбырбайұлы. Бүгін біздер жасанды интеллект, оның практикалық қолданыстары туралы сіздерге кеңірек ашатын боламыз. Және осы саланың арнайы маманын шақырттым. Осы өзімнің білетін жасанды интеллект саласындағы 3 жылдан бері практикалық қолданыстармен айналысатын Айдын Маутхан бауырымызбен. Айдын, қош келдің. Ассалаумалейкум, бақтырына. Рахмет шақырғаныңызға. Осы Айдын, осы жаңа GPT-дің хайпы басталды ғой 2022-23-тің бастарында, содан бері әртүрлі жаңағы форумдардан осы көріп жүрдім, және әртүрлі компаниялармен практикалық қолданыстармен көбірек айналысқан адам. Сол үшін сіздерге былай айтқанда жасанды интеллекттің именно практикалық қандай қолданыстары бар, не нәрсені қазір қолдануға болады, ал не нәрсені әлі қолдануға болмайды, келмейді, сол туралы барынша сіздерге пайдалы болуға тырысамыз. Айдын, қош келдің. Қысқаша бір өзіңді таныстырып, вкратце можешь представиться? Занимаемся искусственным интеллектом уже 3,5 года. Одни из первых в Казахстане, кто начинали внедрять это в крупные компании. Было много и успешных, и неуспешных кейсов. То есть уже больше, мы так недавно смотрели, 32 крупных компании обслужили. Очень интересные вещи делали. То есть сейчас полноценно занимаемся корпоративным обучением, внедряем разные автоматизации. Пытаемся всем заходить сейчас с диагностикой. Сейчас проблема в том, что президент сказал, всем надо внедрять все крупные компании сейчас пытаются внедрить, но никто не знает, с чего надо начать, что надо покупать, как готовиться. И мы сейчас начинаем с того, что делаем диагностику. Это у нас сейчас самый популярный продукт. Это просто прийти в компанию и рассказать, зачем сейчас, зачем, почему, когда, что, с чего начинать. Второе уже у нас обучение. Занимаемся, то есть обучаем и руководителей, и обычных офисных сотрудников. Есть отдельное обучение для производственников, есть обучение для HR. То есть очень большое направление для каждого. Сейчас и настолько развился, что уже для каждого есть чем помочь, куда внедрить. Есть большие проекты, то есть автоматизация рутинных задач для более 3000 человек в компании работают. Сейчас внедряем и такие автоматизации. То есть. Можешь как-то перечислить, с какими компаниями вы до этого работали в целом? Мы обучали холдинг Самрухазна, то есть, да, компании, которые входят туда. Сейчас BI Group внедряем очень много. В свое время Куста Group, Астана Моторс, TAS Credit тоже, TAS Group, Центрас Group страховой. То есть везде абсолютно нужен. Сейчас впереди на днях, послезавтра нефтяная компания NCOC. Тоже достаточно много направлений, много компаний. То есть впереди еще фармацевтическая тоже на этой неделе не компания. Работа, в принципе, всегда начинается одна. То есть мы пытаемся определить, где сейчас можно внедрить, какие есть регламентированные рутинные задачи, чего не хватает. И, конечно, большая проблема — это инфраструктура. В Казахстане у компаний пока нету ни GPU-шек, ни многих серверов, нету где хранить, где развертывать проекты. И мы пытаемся как-то помочь. В основном в облачных, да? В облачных, да, но есть многие законы, что если ты хранишь данные казахстанцев, да, то есть ты не можешь на многих облачных хранить, ты обязан хранить, то есть в закрытом контуре. У себя, да? Да. И мы тоже, есть партнеры по облачному, кто сервера делает, кто этот соду устанавливает, то есть разные сейчас партнеры. Большая сеть получилась, то есть работая с нами, компания работает одновременно с 6-7 крупными, кто может обслужить, скажем, full по искусственному интеллекту, да. Да, я думаю, в целом хотелось бы начать больше с
малого и микробизнеса, да? То есть Мгм. понятно, что в больших там у них своя определенная накопленная база знаний, Да. там подход абсолютно другой. А есть условно Нурлан, у которого там ИПшка, да, вот можешь вот осыдан бастасақ, в целом вот неден бастауға болады, где можем мы вот внедрить, с чего начинать, а вот чего вообще делать не стоит, потому что на рынке мы знаем, что очень много предложений, которых, Да. ну, как бы вообще не нужно, да? Ну да, на рынке на самом деле мы сейчас называем это обертка чата GPT, то есть люди создают продукт, где просто берут модель чата GPT или еще дешевле Gemini, который почти бесплатный, и на него сверху навертывают решение и продают его на рынке за достаточно дорого, да. Но тут же опять же надо, даже мало-средний бизнес, у него все равно есть большой функционал, это обслуживание клиентов, это коммуникация там с партнерами, документооборот и так далее. То есть сейчас мы говорим, вот когда меня спрашивают какой-нибудь бизнесмен, я говорю, что точно я смогу автоматизировать ему, ну, как максимум, минимум 10%, максимум 30% его рутинных задач. И вначале может показаться, что это небольшая цифра, но на самом деле в долгу это очень большая цифра. То есть мы смотрим, как они обслуживают клиентов. То есть сейчас самое популярное решение, ты знаешь, это боты, чат-боты в Инстаграме, в Телеграме, да, то есть мы их не любим, честно говоря, но помогаем их устанавливать. То есть моя рекомендация там бизнесменам устанавливать их там только на выходных или ночью. Потому что тоже не хочется терять ночных клиентов, да, или кто на выходные пишет, а в остальное время пусть живые люди. Очень популярно сейчас тоже, ну, люди хотят там всякие воронки, автодозвоны и прочее, тоже это уже может ИИ делать очень хорошо, где ИИ сам звонит, предлагает, как минимум там хотя бы да, нет, спрашивает и в CRM-ку вводят, да, то есть потом у всех малого бизнеса есть тоже CRM-ки, да, условно, и ИИшка тоже может очень классно помогать сортировать все это, как трекер что-то это напоминать. Вот, потом документооборот тоже помогаем. То есть это... То у меня там есть один бизнесмен, который, ну, до сих пор у них вот обычная ИПшка, и договора до сих пор он вручную. То есть заказывает постоянно доставку, чтобы договор отвести, привести. То есть уже давно много решений на рынке там условно документового, да, то есть, а сейчас это можно даже, ну, Trust.me. Да, есть Trust.me, то есть большой выбор. Большинство из них еще не обязательно даже платить, они базовую услугу предлагают бесплатно, и к нему, к этому, скажем так, функционалу можно тоже от себя быть готовым, какую-то свою мини-платформу. То есть мы там, у нас был клиент, да, у него малый бизнес, но он обслуживает там 300 человек, и постоянно доп. Соглашение с ними надо сделать, условия постоянно меняются, и он это вручную, у него там, ну, в день уходит час, чтобы с каждым там договор переписать в Word, распечатать и так далее. То есть мы сейчас ему настроили, что ишка его CRM-ку сама смотрит и уже заранее данные подготавливает. То есть он нажимает там «Сформировать документ», и уже под нужную дату, с нужным объемом работы у него готовы документы. То есть у вас подход не только с AI, да, но и с обычной автоматизацией, да. там, интеграцией. В первую очередь, я всем говорю, что не надо бежать вперед, пытаться, чтобы искусственный интеллект что-то там придумал, что-то сделал. Сперва посмотрите, какие у вас вот задачи автоматизации рутины есть. Это составить там условно договор, это связаться. Прописать все процессы. Да, отчеты. Потом мы любим отчеты делать, допустим. Нужно делать сейчас отчеты по перепискам, отчеты по звонкам. То есть это, если год назад чуть дорого было, надо было какие-то подписки брать, чтобы он делал там выжимку по твоим звонкам. Сейчас это на очень дешево. Можно самим через запишку чата GPT настраивать, платить какие-то там, ну, 3000 тенге в месяц, и у тебя может он делать отчеты на все твои переписки, на всю твою почту, если давать ему доступ. То можно все делать. Қазір мына вот кәсіпкерлерге біз список жасай аламыз ба? Мысалға вот чат-бот бар, вот есть голосовые боты, мана входящие, исходящие, там CRM-ға қосады, Google дисктан, Google таблица қосады. Вот что можно внедрять сейчас, что ну, условно, не нужно, или что работает не так эффективно, как, ну, как бы, вот можно вот как-то вот так... Самый крутой сейчас инструмент, вообще, ты же видел, как Gemini обновился, и он теперь стал не просто мультимодальным, он одновременно подключен к Google Sheets, да, таблицам, к Google к диску, ко всему. И сейчас они дали бесплатно, то есть у кого есть, да, Google Gemini Pro, доступ к Google Sheets, и там можно делать нереально классную аналитику. И даже тот, кто не умеет делать таблицы, даже тот, кто не умеет что-то делать, внутри прямо Google таблиц писать.
Я хочу там, чтобы ты посчитал мне там по 5 листам аналитику по продажам там в такой-то месяц. То есть не надо на каждый лист заходить, формулу там вставлять. Сейчас можно очень круто. То есть мы сейчас со многими, даже у кого не там небольшая компания, оцифровываем все просто в Excel, да, с Excel переводим ее на Google Sheets, и там делаем какую-то аналитику. То есть выявляем какие-то инсайды, и все это бесплатно. То есть если раньше у нас это покупали, мы это делали платно на определенных сервисах, куда загружаешь свою информацию, даже небольшую, и задаешь вопрос. Сейчас то есть это бесплатно. И вот потом для небольшого бизнеса сейчас еще, как ты знаешь, очень классно маркетинг можно заменить. То есть это создание креативов, в первую очередь, что сейчас, что ChatGPT обновление, что Gemini, он классно рисует картинку, классно делает в нем текст. И сейчас со всеми бизнесменами я вот прихожу даже небольшой бизнесмен, говорю, вот вас обслуживала маркетинговая компания, она создавала вам вот такие-то вот креативы. Какие из креативов больше всего приносили там лидов? Давайте за 2 секунды мы с вами такой же креатив сделаем, и даже лучше. То есть, и вот с этого тоже начинаем. То есть учим бизнесменов создавать не просто картинку, а еще и текста тоже. То есть сейчас Gemini, например, он последнюю модель обучился на всех переписках в почте Gmail. И именно поэтому он стал еще лучше понимать, что хотят люди, еще лучше предлагать информацию. Вот. Ну и видеоролики. То есть сейчас Sora есть, которая бесплатная. Единственное, конечно, она с VPN. Да. Вот, да, немножко осложнен. Не все понимают, как подключить VPN США, там, как начать пользоваться. Но Sora сейчас прям полноценные киношные ролики делает. То есть у меня только за декабрь было 54 заказа на ролики. И ровно, наверное, 70% из них я сделал через Sora. Вот, то есть если раньше я делал через Veo, которая, конечно, больше контроля, что ты можешь прописывать каждую деталь, Sora немножко с деталями проблемы есть. Там оно расплывчатые сам можно делать, кадры. Да, расплывчатые кадры, но есть нейросети по типу Topaz, которые исправляют апскейл, да. То есть Topaz, он не просто фото апскейлит, ему целое видео апскейлит до 4. Единственное, дорого, конечно, но как бы когда это видео приносит намного больше, не жалко $10 на видео потратить, чтобы оно его полностью красивым сделало. У меня был запрос, тоже сейчас вот креатив делаем, да, 10 на 10 роликов тоже где они изначально Sora делали. Sora отлично справляется. Единственное, вот этот размытчивость, бывает, даже с апскейлом она вот немного. И мы просто через, получается, вот клинговскую, через липсинк. То есть сначала видео более-менее на сейчас 2.6 да, вышло. И потом дополнительно вот липсинком. Да, в целом, и вот сегодня, кстати, у меня была консультация была с предпринимателем, там тут достаточно большие обороты, и как раз был запрос именно в плане маркетинга, то есть там именно вот как собственник со своим лицом запрос делает контент, да, и здесь тоже вот последнее обновление, тот же Nano Banana, да, Veo, и вот как бы бесплатно, в принципе, можно пользоваться, вот. А вообще какие еще есть запросы, да, вот именно от казахстанского бизнеса все-таки, и вот какую ты видишь в целом эволюцию, то есть ты вот 3 года назад занимался этим, да, там был определенный вид спроса, там практически никто не понимал вообще, никто для не чего понимал, это, все боялись, да. Сейчас все еще боятся, но уже им приходится, потому что они видят, что конкуренты внедряют, и неважно, кто ты, большой уровень, маленький уровень, то есть все внедряют, потому что это сейчас стало реально дешево. То есть зачастую сейчас, если кто-то платит за они платят за услугу интегратора, за его, условно, час установки, да, а в основном большинство решений, они на самом деле стали дешевые, то есть за 3 года то, что мы там платили $30, сейчас платят там $1,5-2 за то же решение, за тот же функционал. То есть это вот условно сейчас через разные платформы автоматизации по типу N8N и Make можно реально классные вещи делать, да, обучать искусственный интеллект брать, да, обучать его, заставлять его как режим агента что-то делать, на какие-то сайты заходить, делать парсинг. То есть, например, простой пример, вот, у нас была аптечная сеть, и там, получается, администратор, да, который кассир, он перед тем, как отдавать чек человеку, он сфотографирует этот чек и закидывает в группу. И там человек смотрит, какие лекарства были проданы. И если были проданы лекарства партнеров, то администратор начисляется кэшбэк, что он продал
лекарства партнеров, которые надо Мгм. продавать. Мгм. И раньше это делалось все вручную, и они пришли и попросили нам, чтобы ишка сама смотрела, что на чеке продалось, и если нужно, начисляла кэшбэк в Мгм. таблицу им. И мы это сделали, это решение им стоило там 12 миллионов тенге. Мгм. Сейчас мы повторили это решение, и оно им Когда у стоило вас уже... стоило? Тогда, 3 года назад, Мгм, 2,5 года мгм. назад. Сейчас это решение стоит 800 тысяч тенге. То есть 12 миллионов и 800 тысяч тенге. То есть сейчас через Make просто зашли, новую функцию там добавили просто Gemini, который мультимодальный, который распознавание чека, и есть изображение, Мгм. транскрибация обычно есть Мгм, функция, мгм. и отправление все в таблицу нужно. ТГшки, да? И все, да. Мгм. То есть теперь это вообще, по сути, бесплатно. То есть это час 800 тысяч, это час нашего программиста, который им все это настроил. Мгм. То есть решение, ты представляешь, в цифрах, Ну насколько да. Здесь круто. вот очень важен, как ты говоришь, ну, ваша, да, в основном компетентность да. именно в анализе. Мгм. То есть сначала, чем ты занимаешься сейчас, какие у тебя ежедневные рутинные дела, да, вот это выявить Мгм. этот список, потому что есть вещи, которые ты занимаешься 2 часа в день, и которые можно просто, да, тот же в Мгм. Telegram-боте как-то синтегрировать, и он отлично будет справляться. А есть то, где лучше тебе самой проверить, нежели здесь как-то, да, бота подключать и так Да. далее. Потом вот есть другой классный пример тоже с малого-среднего бизнеса. Они много работают с документами, и им очень много надо переводить с русского на казахский, очень хорошие. А до сих пор обычные переводчики по типу Яндекса, Гугла, они же ужасные. Мгм. Но неожиданно сейчас новая модель чата GPT стала хорошо переводить. 5.2, который? Да. А. Мы сами немножко удивлены, мы проверяли DeepL это. неплохо справился? Ну, да? Дипу нет казахского языка там. А. Да. И вот, и получается, обычный чат GPT стал очень хорошо понимать и контекст казахского языка, то есть мы его проверяли там на сложных произведениях, там, стихах и так далее, и прям хорошо передает суть теперь. И вот, но у них там большое количество сотрудников, взрослых, кто там 60+, но им нужен постоянный перевод правильный. И раньше было как? Они собирали то, что им нужно было перевод, и отдавали, и за деньги переводили. А сейчас заметили, что ChatGPT хорошо переводит, но, тем не менее, людям сложно заходить в ChatGPT, они не понимают, и мы им просто взяли ChatGPT, поставили в Telegram, обучили то, что как надо переводить, и у них появился свой переводчик, хороший прям, То как есть нужно. API-шка и OpenAI просто, да? Да. Просто он стал очень реально качественно переводить. Мгм. Там еще правильно промпт настроить, чтобы он чуть-чуть перепроверял себя, то есть, да. И все, у них то, что они в месяц тратили по 400-500 тысяч на перевод, сейчас вот они тратят $30-40. То есть. Интересно. А вот, Айдин, как ты видишь в целом, ты как бы больше на передовой видишь, да, в бизнесе, где оно применимо, где оно как-то рано. И вот у нас вот уже Новый год, и вот как был вот тренд, да, вот чат-ботов, сейчас вот те же ноу-код решения, вот N8, Make, Да. опять-таки, да, вот был вот тренд контент-заводов, хотя если Да. в это немного углубиться, понятно, что там Тяжело оно, да, оно очень коряво работает, и я думаю, еще надо годика, там, возможно, год-полторы, чтобы мы могли полностью делегировать, да, контент на автоматический такой режим, но тем не менее можно какие-то процессы, так скажем, human плюс AI, да, там где-то самим подключаться, да, где-то, ну, условно, перепроверить, там, копирайтер перепроверит, или ты лично сам. Поэтому вот как-то вот в партнерстве оно там лучше справляется. Да. Вот какие решения ты видишь вот в этом году? Вот, что больше будет в спросе для предпринимателей? И самое важное, что применимо? Ну, если говорить, что прям вот углубиться, то, наверное, для меня на первом месте это тот, кто гипотезы строит. То есть сейчас, ты знаешь, есть режимы глубокого исследования, Deep Research от Гугла, бесплатно есть. ChatGPT, конечно, намного платная версия лучше делает это. Но я всем бизнесменам говорю, вот любую свою идею, маркетинговую стратегию, там, роудмап на свои, там, сколько там лет, на стратегии, все, что в плане есть, проверяйте через Deep Research. Вроде говорили, что Perplexity нам бесплатно предоставит, да? Да. Что-то пока этот. Но это не скоро будет, то есть это, тем более, когда на государственном уровне все происходит, это же долго всегда, столько там надо подписать, утвердить. Но скоро из таких новостей, что бесплатно будет разрабатываться всеобщая платформа для учителей,
чтобы учителя могли пользоваться тем же чат GPT в закрытом контуре и делать. Это с OpenAI, который в партнерстве? Да, в том числе. То есть платформа сама по себе будет, но OpenAI одни из первых, кто бесплатно даст какие-то количество токенов. Вот. Конечно, с учетом того, что мы вот постоянно проводим обучение для учителей школьных, то есть уже больше 1000 учителей прошли у нас обучение. Нелегкая вещь это на самом деле, то есть им перестроиться очень тяжело. То есть у них есть такие вот понятия, там, допустим, как КМЖ делать, то есть это вот сейчас обязательно... Там, в первую очередь там вопрос мышления, наверное. Да, там не вопрос научить, куда нажимать, то есть это они могут быстро научиться, они тоже, у них цифровизация на высоком уровне, там из-за ковида, когда им пришлось всем научиться дистанционно обучать, сейчас они куда нажать, зайти, для них не проблема. Проблема вот как бы мышление, что это надо постоянно делать, и потом мы сейчас перешли на такой режим обучения, что, вот, допустим, преподаватель, он всю жизнь умел делать быстрые презентации. Зачем я буду учить его делать презентацию через ИИ, если он сам и так делает за 5 минут презентации? То есть, и мы учим немного другим. То есть учитель тоже, мы индивидуально подходим, он мне переписывает, что он ежедневно делает, где ищет информацию, как проверяет, как взаимоотношения с учениками. И мы вот в этом плане работаем, что показываем, что ИИ это не шаблоны, которые вот, они сейчас, государство заставляет всех проходить онлайн-обучение, они смотрят это и думают, ну, это же, типа, мы и так это делаем, мы и так это быстрее делаем, зачем вы нас переучиваете? То есть, вот, мы поняли, что к ним нужен другой подход, абсолютно, то есть, показывать на их личных примерах, вот, особенно, вот, допустим, ну... То есть, на государственном уровне сейчас хотят на единой платформе их перенести, да? Вот в скором. Это все потому, чтобы учителя не сливали данные. Да. Сейчас большая проблема. Вообще, они же могут на единой какой-то платформе, но в то же время, например, там API-шками подключать их, да? Да, но для этого же нужно где-то все хранить на серверах. То есть это надо у себя, да? Да, никто не может это сейчас дать. То есть в будущем... Вообще, вот тебе скажу про будущее. Сейчас со следующего года уже у всех казахстанцев, неважно, кем ты работаешь, в твоем рабочем договоре будет обязательно по закону, что ты не имеешь права корпоративные документы сливать и вообще грузить в чат GPT и Gemini и других нейросетей. То есть это вот во всех крупных компаниях, это по закону будет, что вот, и учителя, они же постоянно, то есть даже тема, которую ты сегодня проходишь, это считается как рабочий документ, то есть вот любые отчеты и так далее. Поэтому есть нужда создавать такие платформы, которые на закрытом контуре. Уже есть классные кейсы, например, компания Freedom, она уже сейчас для всех своих сотрудников создала в закрытом контуре платформу, где ты можешь пользоваться и чатом GPT, и пользоваться любым другим, и самое главное, ты можешь там соединять их и между собой и делать агентов полноценно. По отчету, по документации. То есть это ихним разрабам доступно, да? Да, не разраб, всем сотрудникам. Всем? Всем сотрудникам, то есть уже, возможно, они думают над тем, чтобы внедрить это в свой суперап, и вообще дать чат GPT всем, агентов, да, всем пользователям, да. Но пока успешно сотрудники, любой может, там сделали место по типу Make, где ты можешь соединять через IP-ключи. Вот. Это очень круто, что Freedom это сделали. И сейчас многие другие компании обратились ко мне с запросом, чтобы продумать то же самое. То есть, чтобы полноценная платформа, чтобы полноценно могли сотрудники пользоваться. То есть уже будут финансовые структуры, да, госструктуры, то есть уже на этом уровне будут активно все это внедряться. И касательно вот учителей, я знаю, что вот в сфере образования, касательно особенно вот от учителей, идет большой такой спрос, да, и в целом, можешь как-то тоже практически, да, вот тот же КМЖ, мемблем, қатты неде востребован. И қандай тағы да қолданыстар бар, вот, что для учителей, вот, у нас же нет сейчас единой платформы, и вот, условно, чем они чаще сталкиваются, ты как, да, знаешь больше, и вот можешь как-то вот тоже... Ну вот в первую очередь это вот КМЖ, да, это отчет по каждому уроку. Где его лучше делать? Мы сейчас с ними джемботы создаем. То есть Gemini позволяет создать бесплатно и бота, которого можно обучить, дать хороший промпт, дать ему методологию, как он должен работать. То есть мы в него вгружаем там больше 20 КМЖ. Он смотрит эти КМЖ, понимает, как его надо делать, и по промпту
потихоньку делать. То есть учителю достаточно дать тему, инструменты, которые сегодня будут, платформа, которая сегодня, и он уже сам готов. Таким образом, у него будет это абсолютно уже бесплатно, Да, получается. абсолютно бесплатно. Потому что у нас, я вот тоже недавно вот в программе участвовал, там как раз таки много же сейчас у нас своих, да, интеграторов вот Да. под капотом того же чата GPT, и свои вот эти платформы делают, там, Мектеп AI, школа Шрак AI, там, да, да. и на самом деле это все, ну, это, то есть такие, ну, никто же не обучает на свои модели с нуля, да, то есть это Да. очень дорого, это, возможно, и не нужно, потому что целевая аудитория это все-таки учителя, поэтому это тот же GPT, то есть Да, это тот же GPT. смысла там платить условно 15-20 тысяч в месяц, я Вообще думаю, нет, да. да, поэтому тоже мұғалімдерге лайфхак, жаңағы Gemini'дің ішінде Gembot арқылы 5-6 қмж-ны саласыз, Gemini'ді оқытасыз, промпт жазасыз, и сол арқылы в Да. целом тегін жасай алуға. Ну и то, что вы делаете 20 минут, ежедневно делается за 4-5 минут. То есть кто-то еще больше, не 20 минут, у кого-то бывает 40 минут уходит. Да. на- 1-2 сағат кетіріп бір жасап аласыз, ары қарай жеңіл уже, чтобы Да. келесі сабақта. Потом, ну, тоже учителям очень нравится создавать сейчас и видео, то есть все хотят отличиться, они понимают, что ученикам тоже вот эта школьная программа, то, как написано в учебниках, немножко скучновато, то есть чтобы поднимать, ну, настроение, даже это может быть взрослые классы, все равно вот эти сейчас создание роликов, очень классно сейчас можно делать, мы их прям обучаем, крутые сценарии делать, вот, ну и обновление презентации тоже, то есть кому там через ноутбук ЛМ сейчас классно делать презентации, то есть загружаешь любой материал, ну и мы, самое главное, учим их создавать свои библиотеки данных. То есть ноутбук ЛМ я прям учу их загружать все нужные документы и работать по этим документам. Ноутбук ЛМ гарантирует, что он не обучается на твоих документах и не сливает никуда. То есть это одна из единственных нейросетей, которая в своей оферте это обещает. То есть. Ну и в экосистеме Гугла, да? Тут Да. же Gemini под рукой, и там и презентажки, бәрін жасауға болады. в Да, целом. и Там ноутбук ЛМ делает невероятное качество инфографики. Ну, То есть да. мы с учителями его за это любим. Мы раньше пользовались Napkin Напкин, да. в основном. Сейчас стали очень много через Мне ноутбук кажется, ЛМ вот делать. эти узкие вот такие решения, как Напкин, Мгм. вот Реве, ну, короче, вот было, для, например, предложение для Interior AI, для, Да. например, интерьер дизайна было. Вот такие мелкие решения, их, ну, скоро вообще не будет. Ну да, гиганты Да, захватывают. их. гиганты, просто у них новая какая-то фича, там, новые обновления, и здесь уже банкротятся, да, Стартап, да. стартапы, потому что, ну, если уж заниматься этим, скорее вот на примере, да, Хиггсфилда, да, ну, понятно, что Да. это дорого, понятно, что это долго, но как раз вот кстати, да, вот Хиггсфилд, вот наши земляки, можно сказать, там, местные герои, да, вот, бір жылда қанша жетістіктерге жетті, и в целом для меня это лучшее, да, решение на рынке. То есть я использую агрегаторы, Мгм. я вот последние 3 месяца активно вот на фриланс-биржах, сейчас вот студию открыли, и опять-таки вот десятки уже, и здесь вот до этого был Syntax агрегатор, Да. тоже хорошо справлялся, был FreePic, то есть там вот самый топовый, да, там по фото мне было там Midjourney, Nano Banana, Seedream, по видео там Klink, Veo, Sora, там, ну, Hailuo где-то может, Мгм. там Heigen Hedra для аватаров, Eleven Labs для аудио, и вот в синтексе все это есть. Вот в этом плане он очень удобен, а есть Higgsfield, где ты можешь очень быстро делать и много делать. Вот Nano Banana, ну, многие модели сейчас там безлимит идет, ты можешь, получается, вот 8 фотографий сразу за раз сгенерить, у тебя 8 фотографий, ты можешь как бы одну из них выбрать, ну, вот как-то можно. И в целом, как бы, вот есть такие вот решения, которые дают решения, в первую очередь, для бизнеса. То есть раньше был, условно, предприниматель, маркетинг, и их связывал там, ну, SMM, там, не знаю, мобилограф, рилсмейкер, дизайнер. Самая большая команда, да. Да. Сейчас в целом можно вот реально как бы час больше уделить и, ну, классный вирусный Да. контент делать. Это еще, знаешь, немногие предприниматели сейчас говорят, что им это нравится. Да. Сам процесс создания роликов, что любую идею придумал, тут же ее реализовал, что у них они начинают так больше бизнес с другой стороны видеть,
И в целом, знаешь, это же творчество. Да. Я вот Они 15 лет был, развиваются. до этого 15 лет занимался бизнесом, у нас был и общепит был, продажа, производством занимался. И когда я вот, 2 года я активно сейчас контент делаю, да, уже вот, и я вот понял, что, оказывается, я с детства любил рисовать. Ага. Я вот с 4 лет рисовал. Младшие школьные годы я всегда рисовал, в соревнованиях участвовал. Там, я вот в основном НЛО и динозавры. Вот я вот это любил, да. И в целом вот приходит, это же как бы в процессе оно приходит. Я до этого не знаю, я просто делал, как бы, как-то изучал, какой-то был спрос, я делал, и в один момент оно настолько тебя затягивает, тебе этот процесс нравится, и оказывается, это и творчество. С другой стороны, есть, конечно, там свои плюсы и минусы, но если вот вкратце, для меня это, как бы инструмент визуализации, то есть материализации, можно сказать. Да? Я о чем-то подумал, я это реализовал. Да. Круто, я думаю. Это классно. У меня тоже много примеров таких, где люди, прям у них менялось мышление, они по-другому начали на все смотреть, более счастливее становились. Вот. Был даже такой человек, он говорит, я уже каждый год он с 1 января записывает себя на курсы по Adobe Photoshop, потому что его мечта была уметь редактировать, потому что у него брат этим занимается, GPT, да. И сейчас он такой счастливый, что он 4 года подряд пытался обучиться, но Adobe Photoshop, ты знаешь, это сложная вещь, ты там ретушью занимаешься 2 часа, рендерингом еще больше, то есть очень долго все. И сейчас он такой счастливый, все меняет, очень прям для своей работы использует, и не только. Вот. Сейчас в GPT же добавил, можно просто в Photoshop Да. прям, да, и в целом. Ну и вообще вот в креативной сфере, да, да, это все круто, мы как бы, на передовой что-то применяем, внедряем. Да. И понятно, что с каждым разом точка входа, она дешевеет, и он становится максимально доступным. Да. Соответственно, спрос сильно падает. Я вот почему начался, да, вот на американские биржи перешел, и там я активно как бы заказы беру, создаю, потому что на внутреннем рынке я понял, что здесь, нет денег. То есть здесь очень низкие чеки, Да. очень много таких креаторов, да, то есть сейчас вот вход в креаторство, так скажем, да, AI-креаторство, оно, то есть ты, по сути, промпт-инженер, и ты можешь спокойно брать заказы и что-то делать уже за деньги, да. Поэтому, когда спрос растет, понятно, что цена падает, то есть, наоборот, да, когда на рынке, наоборот, предложений много, спрос падает, и есть вот такая обратная сторона монеты, и в целом вот как ты видишь вот этот, да, условно, скоро выйдет Veo 4, Veo 5, 43, 45, и каждым разом он будет дешеветь, лучше, быстро, качественнее. И вот куда это идет, и вообще, где здесь находить творческим людям себя? Вот это тяжело. У меня самого такая проблема была, что я за один день делал какой-то ролик, который, вау, вообще, то есть все удивлялись, как ты это сделал, хотят такой же ролик для своего бизнеса, и я уже не мог повторить. И вот я тоже часто такую же проблему видел, что сейчас там, кто никогда ничем занимался, за один день могут что-то классно сделать, и появляется как бы такая небольшая фальшь на рынке. То есть вот я сам это пережил, что я такой, да, конечно, я вам сейчас такой же сделаю, да даже платить не надо, и не могу сделать. Потому что с яишкой все равно там есть какой-то такой неуправляемый момент, где до конца ты не сможешь полностью сделать. И я тогда помню, мне было так стыдно, что я не доделал человеку ролик, и это было, может, даже не один раз такая ситуация была, где по ТЗ хочется одно, но не делается. Но при этом они говорят, вот ты же позавчера делал ролик, нам же делал ролик, типа, такой крутой. Повтори такой же, просто под другим сценарием. Уже не получается. И вот, наверное, за последние полгода я от 9 разных людей слышал такое, что вот один ролик AI-креатор сделал классно, но в долгу иногда бывает ошибается. То есть, что 3-й ролик не так, что 5-й ролик не так, вот. И как бы, да, вот эта проблема, что на рынке много тех, кто на самом деле неопытен, по сути, да, то есть случайно там сделал хороший ролик, или даже не случайно, а реально у него талант, но надолго это несложно делать. И вот проблема с доверием сильно стала. То есть люди не готовы много платить, но и при этом свои вот эти там 50 тысяч за ролик, они очень много думают. Ну, они думают, что это очень легко. Там, да, они думают, что нажал, сделал, все. На самом деле это не так легко, как кажется. То есть мы сейчас вообще стараемся сперва по кадрам прямо все продумать, раскадровку сделать, и только потом полноценное видео делать. Вот. Не полноценно, чтобы Ишка сама там 20 секунд ролика продумала, а каждые 5 секунд, чтобы мы сами управляли. То есть, вот. А так,
Ну, это, знаешь, такой сложный вопрос, у меня нет на него ответа, что Да. до сих пор это как бы непонятно. И хорошо, что любой школьник может пойти и начать зарабатывать. И плохо, что точка входа такая легкая, что идет обесценка, что очень большой уровень страха на рынке вот этом, что очень большая невыполняемость тоже присутствует, что мне постоянно говорят, что вот то не сделали. И я сам чувствую, что иногда Да. не получается. Вот. Ну и потом мне не нравится, что на рынке чересчур люди, те, кто делает креаторы, они слишком возвышают тоже. Мгм, мгм. То есть они, ну, говорят то, что на самом деле не могут чаще всего. Да. Вот. Ну, это рынок, как бы, да. Ну да, себя надо каждый продавать, да. продает как умеет. Как умеет, да. И как бы здесь, наверное, людям просто нужно, ну, как и в обычном бизнесе, как и там, не знаю, инфобизнесе, то есть научиться разобраться, Да. ну, попросить там рабочие кейсы, там, не знаю, там, да, то есть перед тем, как заключить какую-то договоренность, наверное, нужно 7 раз измерить, Ну да. только один раз, да, отрезать, так сказать. Вот. А вот есть такое мнение, да, вот какая там, не знаю, футуристическое, или вот, вот Илон Маск говорил про это, то, что скоро вот как вот это Gen AI плюс вот эта роботизация, это все ведет к тому, что ну, и будут заниматься всем, да, то есть, Мгм. там роботизация физическим трудом, AI будет там умственным трудом и так далее, и скоро мы идем к такому будущему, где вообще не будет финансовой системы, и люди будут заниматься там, ну, творчеством условно. То есть просто они будут... то есть сейчас мы занимаемся работой, чтобы накормить себя. Да. То есть, да, покушать, там, жилье и так далее. Вот, ну, есть же вот эта пирамида Маслоу, Да. да, там есть базовые потребности, но в основном там 95% людей работают, чтобы закрыть эти Да. базовые потребности. А если оно закрыто, да, вот по пирамиде Маслоу, люди начинают задаваться вопросом, какая моя миссия, почему я появился на этот свет и так далее. И вот как раз-таки вот есть такое мнение, вот, да, Илон Маск говорил, многие говорили про это на самом деле, то, что скоро как бы с развитием AI люди будут заниматься творчеством и не работать. Ну, вообще, как ты Мгм. думаешь в целом, разделяешь ли такое мнение и как бы... Частично разделяю, потому что у меня у самого так в жизни появилось, что я им не закрыл базовые потребности, да. Ты уже в этой реальности, получается. Да, я уже в этой реальности, что я там всю жизнь работал лишь бы выжить. Кстати, Как да. я и познакомился Да, сразу. кстати, даже я же представлял тебя просто. Да. Можешь вот вкратце просто вот немного, да, предыстория. Я просто слышал эту историю, когда ты выступал там на форуме. Ага. Вот ты тогда говорил, что ты там депрессии был, потом работал. Ну да, то есть у меня не было работы на тот момент постоянной, потому что я всегда хотел на себя работать с детства. И в какой-то момент был затык сильно прямо, то есть что не мог уже... То есть я с детства помогал там родителям, всегда среди своей компании всегда были деньги, в какой-то момент все исчезло, короче. То есть и сразу я остался один, сразу исчезли там друзья и так далее, и стало реально Какой это тяжело. был период? Сколько по времени? Ну, где-то год, наверное, было. Потом, год да. депрессии, получается. Год. Да, ну не то, что депрессия, безденежность, Мгм. скажем так. Черная полоса. Да. И как бы вроде и работаешь, но все мы понимаем, средняя зарплата в Казахстане это не хватает, чтобы жить. Вот. И А так ты вот. работал в банке, да, по-моему? Нет, у меня работал в крупной компании, которая занимается ввозом алкоголя в Казахстан, то есть дистрибьютор, да. Ты занимался там? Вот, я был как, ну, выбирал, то есть я и как сомелье работал, то есть продавал алкоголь полностью, то есть в отделе маркетинга, можно сказать, работал. Вот. И получается, оттуда вот ушел, и у меня был перерыв, где я помогал мелким проектам за счет того, что люди знали, что, ну, там, умею какие-то определенные вещи. 5-6 проектов в течение там, года были, но везде не полноценная работа, а везде вот так вот, типа, отработал, тебе дали, отработал, дали. И этого было очень мало, и вдруг выходит ChatGPT 3.5, это ноябрь, сразу понимаю, что вау, это крутая вещь, надо о ней всей говорить. Вот. И потом мы с друзьями создали и-блогера сразу же через месяц, который там за неделю набрал 100 тысяч подписчиков, потом об этом начали много говорить. Кстати, вызвали... аккаунт вы ведете сейчас, нет? Нет, не ведем, мы их сразу продали. Продали. Тогда очень важно, в тот момент прямо было такое, что креаторов же было мало. Как только такие аккаунты взрывались,
большие акулы сразу выкупали у тебя аккаунт. Ну, это не самые хорошие большие акулы, я так скажу. Те, кто гонится за трафиком на свои не всегда хорошие сайты, вот они выкупали, короче. И вот некоторые проекты мы так сразу продавали. Первые, нет, мы первую самую, она ее забросили, просто забросили, вот. А некоторые такие аккаунты мы могли продать. А вы несколько, да, создавали? У нас в итоге было 11 таких аккаунтов, во всех результаты невероятно большие. То есть у нас там больше 100 роликов, где каждый набрал 1 000 000 просмотров на 11 аккаунтов. То есть на одном аккаунте там до сих пор там 30 роликов, которые 1 000 000 просмотров сделали, вот, которые мы самые там успешно продали. Это все в ТикТоке. То есть в ТикТоке достаточно легко делать просмотры. У нас есть свои алгоритмы, своя теория. И я и просто Это был близил. такой цифровой такой аватар в туристическом стиле, да? Да, Или да, сколько? да. Это еще было до хайпа, то есть когда люди еще не знали, Да, что да. так можно. Это Вот. 22-й год, да? Конец 22-го, начало 23-го, да. И вот случился хайп ChatGPT, мы его изучаем, поняли, что есть IP-ключи, что их можно внедрять в Telegram, что их можно внедрять на чужие платформы, на любые. И как-то им управлять. И так получилось, что мы начали об этом говорить, и люди нас услышали, и большинство нас оттолкнули, не понимая, что это, но вот оказались там небольшое такое 10%, да, кто понял, что это будущее, и кто за нас взялись, нам помогли, то есть вот. Очень много у меня на начальном пути было партнеров, которые сказали, блин, вот, типа, это за этим будущее, но у меня нет времени, да, типа, это изучать, ты изучай и будешь мне рассказывать, да, и это такие большие люди, которые сразу увидели, что в этом потенциал, и как-то нас поддержали, то есть у меня были такие, что мы инвестиции, у нас спокойно мы можем там позвонить, сказать, вот есть проект, нам дают деньги. Конечно, мы чуть-чуть переиграли эту игру, слишком много денег сейчас понабрали. Вот тоже. А так, как бы в самом начале вот истории, что мы просто начали об этом говорить. Мы не были экспертами ВИИ, до сих пор я считаю, что мы не являемся экспертами, а мы как энтузиасты. Мы начали первым об этом говорить, и сейчас иногда я сталкиваюсь с тем, что вот я обучаю ИИ, то есть у меня куча уже, вот, как я говорю, больше 30 AI-проектов, больше 40 компаний, которые прошли обучение, каждый месяц заходят 2 крупные компании, и вот они спрашивают, типа, Айдын, вау, все так классно, а как так, ты же не айтишник, ты не учился на AI, типа, откуда ты все это быстро знаешь? И вот что мне нравится, что ИИ позволяет очень, неважно, кем ты был до, важно, как ты быстро адаптируешься сейчас, то есть у меня многие ученики, они там английским занимались, прочим, а сейчас полноценно и интеграторством занимаются, и достаточно успешно. То есть они не останавливаются на, как сейчас все останавливаются на создании чат-ботов обычных с интеграцией на WhatsApp, а уходят прям... Как и везде, здесь, опять-таки, да, нужно будет трудиться, да, разбираться. Тот же чат-бот, это как точка входа же. Да. Дальше нужно вот эти ноу-код решения, да, сейчас вот вайп-кодинг, в целом. Вообще изучать такие вещи, как там управление библиотеками, там файн-тюнинг, то есть, да, обучение, там с IP-шками работать, потому что если вот IP-шка, обычно ChatGPT все понимают, это обычные ключи, а на других платформах там совсем все по-другому. Где-то надо код, где-то, да, интеграция, то есть это не самая легкая вещь, как может показаться. Это отдельная специализация. Да, это отдельная специализация, и специалистов в Казахстане мало. То есть там 3 года назад вообще никого не было, поэтому нас ценили. Прошло 3 года, до сих пор реально хороших все еще нет. То есть я там подтянул несколько людей. Имеешь в виду вообще опишник? Нет, вообще, кто правильно, спецов, кто правильно может прийти и рассказать, что такое ИИ. Вот у меня такая проблема сейчас на рынке, что люди покупают постоянно обучение, видят такие заголовки, типа выйди на доход 500 тысяч тенге с помощью ИИ, приходит там одно обучение, второе, а потом после обучения приходят, они до сих пор не понимают, что такое ИИ. То есть... Здесь я вот недавно тоже про это пост писал, я вот пришел к такому мнению. Заказ был у меня недавно, там было видео, где вот редбуллские видео, этот лыжник катится с горы, и он в какой-то момент останавливается, и здесь вот мне обращается клиент, и клиенту нужно создать такое видео, где посередине, когда он вот этот поднимает свои очки, там был как бы вот этот персонаж. И я просто делал это сначала через ишку, но там вот эти стыки, да, вот когда вот условно ты VO-клинк делаешь, там уже вот эти 5-8 секунд, и вот эти стыки соединить бесшовно, практически невозможно, да. И я отправляю клиенту, он говорит, нет, мне такого не нужно, мне нужно, чтобы оно прям незаметно было. А это делается в DaVinci, да? А я, условно, просто тоже лайфхак, просто скринишь, да, вот у меня вот, говорит, вот заходи в DaVinci там, я вот скриню, вот сюда, и за 5 минут я... Разобрался, да? Да, разобрался.
То есть в таком инструменте, да, это как бы, ну, Да Винчи это Очень сложно. В Голливуде кино монтируют, да, им, да, это Да. достаточно сложный такой, но тебе не нужно знать, то есть Да Винчи обычно учатся несколькими годами, да, есть специальные такие специалисты, но на своем уровне для определенного узкого задания, то есть я просто пришел к мысли такой, да, то, что в целом сейчас даже не нужно учиться. То есть Может быть. ты сначала клиентом договариваешься, потом создаешь под него контент. Вот у меня вот такое было понимание, потому что, например, клиент что-то просит, вот то, что он просит, ты, ну, в основном, например, на 80% ты можешь точно знать, куда обратишься, там, условно, липсинг, я знаю, там, Sync это лучшее, там, липсинг делать, еще что-то. Но какие-то моменты, когда клиент говорит, я до конца все равно не понимаю, как он справится, не справится. Ну, это просто невозможно как бы предугадать. И как... То, что Ну, инструменты... гарантий нету, да. Да, инструменты, они же выходят, ну, там, по 5 раз в Ежемесячно, месяц. да. И просто невозможно как-то уследить. Уследить одно, то, что ты можешь про него новость написать, условно. Но как он Протестировать. реально на практике работает, ну, это невозможно. Только на практике. Поэтому я вот пришел к мнению, что ты можешь примерно вот эту какую-то каркас, какое-то видение у тебя может быть, но в процессе какие-то детали все равно ты не будешь знать все подряд, и ты как раз-таки можешь, условно, скрин сделал в GPT, там, в любом LLM, там, Gemini, отправил, там, пример про DaVinci, где-то можешь код написать, ну, то есть, и реально сейчас вот такое время, когда можно вот таким образом работать. Ну да, любую проблему можно решить Да, сейчас. в моменте решить. Да. То есть мне не нужно обращаться за платной консультацией, курс покупать. И в этом смысле я считаю вообще, как бы курс, оно нет надобности. Вот в чем ценность курса для меня сейчас, да? Ага. Именно в опыте того, кто преподает. То есть, когда ты учишь кого-то там, условно, вот это 3 кнопки нажать и что-то он тебе сгенерировал, это одно. А когда ты работаешь под четкие критерии заказчика, техническую спецификацию конкретного предпринимателя, он у тебя работу просто так не примет. У него столько будет критериев, и ты должен попасть под него. То есть ты должен под эти критерии делать. И как раз-таки здесь вот заключается вообще, ну, человек здесь как раз-таки растет, я думаю. То есть тебе нужно... У меня вот тоже был клиент там, я вот за секунду, да, беру за ролики, за $10, у меня вот ставка по Upwork, и там был заказ за $70, 2 фотографии в стиле Том Форда и Bottega. Он прямо фотографии мне отправляет, и у него какой-то костюм. Я говорю, ну, изи, типа, я думал, там, надо бананы и сидрим закину, там этот... Потом я 20 фотографий отправляю клиенту, он говорит, здесь вот такая-то бугорок должен быть, потом там обувь вот должен быть именно таким, и вот этот, ну, вот эта конечность брюк должна вот так-то, здесь вот должны рубашки выходить, здесь вот какая-то деталь. То есть там очень много таких маленьких деталей, которых нужно еще докрутить сверху. И когда ты с этим работаешь, ты понимаешь, что ни одна нейросеть с этим не справляется. Да. И мне приходилось дополнительно вот эта фотопия, да, аналог Photoshop подключить. Также параллельно работать с Gemini, ну, скрин сделал, как сделать мне вот это. И таким образом приходилось, ну, справляться. Вот, В другой программе работать, да. Да. Ну, и я вот к мысли вел тому, что большинство обучений сейчас по ИИ, которые особенно на рынке хорошо на маркетинг идут, то есть постоянно всплывают, это просто шаблонные действия. Да, вот. Там не обучают мышлению и не обучают решению проблем. Его невозможно монетизировать, вот реально. Да, даже если возможно, это только один... Это как бы все их обучение, по сути, должно быть одним маленьким модулем в обучении ИИ, то есть. Да. Они это преподносят как полноценный курс, то есть мы сами, может, с этого начинали, потому что не понимали. Да, я к тому, что здесь лучше всего, наверное, прийти на рынок, заявить о себе и уже что-то начать делать. Оно как-то вот от обратного работает. То есть ты заявляешь, Ну да. ты берешь. Но если, конечно, все равно нужно, вот что я понял, нужно иметь какой-то чуть-чуть такой творческий подход. Ну да. Как мне кажется. Надо уметь тестировать, то есть вот навык тестировщика надо иметь,
То есть я всем тоже говорю, когда вот мне говорят, Айдын, мне вот это направление надо. Как это... Ну вот зайти, сравнить все модели, увидеть, где лучше работа со светом, да, то есть где раскадровка лучше, где движение лучше. Кто-то, может, ты знаешь, животных кто-то лучше рисует, кто-то до сих пор не научился, то есть умеет кстати, все. есть моменты, где один лучше справляется, а другой, например, флакс, он считается худшим, чем Сидрим и Нано Банана, но какие-то моменты, просто в Хиггсфилд, ты знаешь, там есть десятки нейросетей на Unlimited, то есть они все без лимита, я могу... То есть я одну задачу пропускаю, там, 2-3 раза в Нано-банана, он не справляется, там, Сидрим, он не справляется, потом я перехожу к остальным, и какие-то лучше справляются. Да, то есть кто-то обучил лучше на реализме. Да, кстати. То есть есть такой простой тест с животными называется. То есть когда мы тестируем нейросеть, мы смотрим, как она рисует животных. То есть многие нейросети, которые прям даже считаются вау, они не умеют реалистично рисовать некоторых животных. Вот у нас один из тестов, это вот тест с животными называется. Потом тест со светом. То есть, как он воспринимает промпт работы со светом в задний фон. Все нейросети научились работать со светом на основном персонаже, на основном человеке, но на заднем фоне они до сих пор не научились. И вот есть нейросети, которые, вау, идеально делают кадр, но по заднему фону видно, что это сгенерировано, потому что там уже нереалистично. Надо банан вот только с последним про обновлением научился задний свет делать. Тенью, да. Да, то есть это раньше всегда казалось, что вроде окей все, но при длительном было видно, что Нано-банана куча ошибается задним фоном. Сейчас он перестал ошибаться. То есть бывало такое, что солнце падает, но в каком-то месте солнце перестает падать, то есть нереалистично выходит. То есть сейчас более-менее... То есть вот есть и такие мелкие тесты, которые ты только можешь понять во время... Попробовав, да, во время согласен. тестов, да. Тот же вот этот костюм, например, костюм был двубортным, Да. с 4 пуговицами. Когда в Нано-банана это Pro закидываешь, он, оказывается, не знает, он не обучен на двуборном 4 пуговиц. Там 6 пуговиц выходит. То есть я делал сотни генераций, и там 6 пуговиц выходит. Справлялся с Сидрим. Ну, вот такой момент. Потом, надо уметь тоже додуматься, проверить. То есть, допустим, до сих пор никто не знает, что в Гроке можно бесплатно делать какие-то легкие анимации. Видео, фото, да. Да, то есть, и на самом деле, я иногда делаю, я постоянно вот делаю Кстати, Вео. почему вот Грок, он не так сильно пропиарен, как остальные, хотя, он реально По функционалу, наверное, да. Ведь я тоже это иногда думаю об этом, но, видимо, хотя просто я думаю, как бы за ним же Илон Маск там. Ну вот наоборот, я думаю, что из-за этого оно не так, потому что, допустим, в самой Калифорнии больше людей не любят Илона Маска, чем любят. По миру больше любят, но в самой Калифорнии мы-то берем истоки от Калифорнии, то, что там выходит, их блогеры говорят, наши блогеры повторяют, вот. Но вот, допустим, недавно у меня был такой кейс, я делал видео через Вео, и что-то мне не нравится, короче. А потом сделал через бесплатный Грок, и все 3 кадра он так хорошо оживил, так реалистично. То есть Вео все равно он при сильных движениях, он меняет тело, лицо. Допустим, если ты скажешь, человек должен покрутиться, возможно, он, видишь, что спина как-то нереалистично смотрится во время разворота. А Грок неожиданно нам тогда понравился, что очень реалистично сделал. Как будто он прочитал телосложение человека, и задний тоже этот же человек. Бывает же, вот ты с задней стороны сразу можешь по силуэту понять человеку. Вот у Вева есть проблема, что когда он делает такую сцену, где много движений, он чересчур меняет, и, допустим, здорового человека со спины может сделать немножко худым, как будто бы, и ты силуэт смотришь, это же не мой персонаж, типа, бывает и такого, допустим. В этом плане мне Сора нравится, что она умеет работать с телом человека или любого персонажа, животным. Вот. Для меня по видео все-таки Клинк остается моим этим фаворитом. Ну да. Модель 2.6, до этого был, если с 2 кадрами, это 2.5 турбо. Достаточно у него оживление качественное всегда. И видно, что там, Китай, они как бы много инвестируют в это все, да. Вчера вот Алибек Биометрия, да, стартап, в сторисе я увидел у него, он пишет, вы знали, что в Китае есть более 150 компаний, которые занимаются роботизацией. То есть роботов производят именно не роботизация, а вот производят роботы. И из них только 1%, один из них, не 1%, а один в прибыли. То есть работает в прибыль. Остальные все, они убыточные. То есть они убыточные компании, там кому-то, не знаю, там может 10 лет, да, там больше. И это к тому, что там есть государственное финансирование, да, вот в Китае там очень сильная поддержка. Тот же ByteDance, да, вот тиктоковский, вот Сидрим,
для фотографий, то есть C-Dream для фотографий, C-Dance есть для видео, Да. вот CapCut, да, вот тоже. Ну, и Ван тоже хороший, если знаешь. Да, Ван китайский, вот Clean, Хайло, вот китайские модели, видно, что там потрачены миллиарды, ну, миллионы, Да. сотни миллионов долларов на обучение, вот ML инженерии, да, потому что видно, что они прям хорошо обучили. Вот. Где-то детализация у них видно, это классно, да. Именно поэтому они, ну, всем так понравились, что они смело зашли на рынок, смело опустили. Это круто, что они заставили и Сору быстрее развиваться, и Вео тоже. И вот тоже Да. так, небольшая мысль добавлю. Вот я вот лично, когда вот смотрю по моделькам, да, я вот говорю там, есть вот сейчас вот говорю, ByteDance, там, тиктоковский, да, вот ByteDance, это как бы, да, вот владельцы тиктока, ихние модели вот для фото C-Dream и C-Dance для видео, и гугловские модели, да, Veo, Nano Banana. То есть, когда мы смотрим вот какие корпорации за этими решениями, да, моделями, то уже все встает как-то на свои места, да, то есть раньше я вот думал, почему Google инвестирует миллиарды, но у них до сих пор нету ни одного нормального решения. Это вот год назад я вот так думал. Да. Потому что до Veo, до вот этих Nano Banana, в Гугле ничего не было. Да. Все были GPT, Gemini слаб был, ну, они мало чем удивляли. Gemini вообще был позором Да, убыточным. очень был слабым. И там казахский хромал и так далее. Но, видимо, вот это она накопительный эффект, так, они инвестируют, и вот она вот... Не, ну знаешь, жизнь показала, что деньги не имеют роли, потому что, например, Apple, это же большая бочка денег, но у них своего яички до сих пор нету. Они не могут никак создать. Я смотрю много интервью про них, и они пытаются, но не могут обогнать. То У есть, них вроде интеграция с OpenAI. Там. да, сейчас будет полноценная интеграция, но сами своего продукта они так и по яичке не создали. То есть они, хотя у них такой потенциал В этом были. Siri не подключили? Так? Пока своего нет, они подключают чужой. Да. То есть у них такой потенциал, у них уже была голосовой Siri, которую можно было так тестить нереально. У них самый большой по изображениям, по всему базы данных, да, но они ничего такого не придумали. То есть это очередное доказательство, что деньги, по сути, не всегда решают. Ну и, видимо, сделали акцент, что если игроки как OpenAI, Google конкурируют с ними, можно... Ну, лучше с ними, чем бодаться с ними, лучше сотрудничать в этом плане. Да, возможно, да, какое-то это стратегическое было решение. Классно. Ну, вот такой тоже вопрос. В целом, сейчас вот те, кто смотрит, да, именно для интеграторов, для креаторов, вот, ну, для всех людей, которые пока что, возможно, уже что-то применяют, что-то зарабатывают, а возможно, вообще хотят войти в целом в эту историю. За вот этот 2026 год, что бы ты как бы порекомендовал бы, с чего начать, чтобы деньги заработать? Ну, всегда вот сейчас многие креаторы бегут за заказами, забывая, что имя работает, что надо делать кейсы. То есть они сейчас, допустим, вот у меня есть много учеников, они выходят, я говорю, вот есть компания, там маленький бюджет, но ты им сделай, чтобы писать в кейсах, что ты сделал такой-то ролик. Они не хотят, говорят, ой, что я за 20 тысяч тенге этот ролик не буду делать, там, не знаю. То есть они немножко сейчас, торопясь, понимая, что могут делать крутые вещи, забывают про мировое правило имени, что сперва надо наработать, что надо кейсы иметь, потом я рекомендую это. Я сейчас только сам недавно начал проходить как можно больше сертификаций. То есть есть куча бесплатных обучений от того же даже OpenAI и прочее, которые выдают реальный сертификат с твоим именем, но они там тоже жестко. То есть большинство из них там либо бесплатно, либо стоят максимум $200, но они прям просматривают, типа, ты ролик досмотрел или нет. У них есть такие же технологии. Типа, я там недавно вот проходил курс один. Думаю, сейчас досмотрю ролики. А там прям говорят, с 7 по 13 числа вы должны досмотреть модуль. Но я не досмотрел, значит, открываю его 15 числа. А мне уже говорят, все, вы можете досмотреть, но сертификат вы не получите. То есть. И вот постараться в портфолио поработать, реальные сертификаты, реальные кейсы, то есть упаковать себя и с этого начать. Вот первое. Второе, научиться тестировать лучше, то есть, да, не стесняться там сперва деньги потратить на какие-то новые нейросети, посмотреть, потому что я сам до сих пор что-то новое каждую неделю открываю. Ты сам говоришь, в месяц 5 раз обновляется, все инструменты обновляются. Мы это видим на примере других блогеров, которые говорят, типа, вау, эта модель теперь умеет то. Но пока ты сам не попробовал, реально ты не поймешь, это реально так или нереально. Тем более 90%
вранье чаще всего. Даже сами Gemini и ChatGPT во время своей презентации оказывается так, что все, что они говорят, в итоге не работает. Вот. Да, это, я думаю, нормально в целом. То есть это маркетинговая часть. Да. Вот тот же Хиксфилд, да, я очень много слышу такого негативного Очень много комментария негативного, в что долго сторону делается, Хиксфилда, да. Там понятно, что у них там, Unlimited Pro, у них задержка идут, но помимо этого маркетинговая часть, у них, то есть, очень сильные монтажеры, у них же изначально команда, они же фокусировались на операторов, Да. решения делали для видео Контент-мейкеров специалистов, профессионально, да. И там, получается, у них очень мощные специалисты именно в 3D, VFX, вот эти монтажеры прям профессиональные. И у них каждое вот это небольшое мини-мини такие фичи, да, обновления, они как такой трейлерами преподносят в соцсетях. Да. Это очень хорошо продает. Но это обман немножко. Да, но на самом деле это преувеличено с другой стороны. То есть ты, например, обычный, там, не знаю, монтажер среднего уровня, ты такое сделаешь за 3 дня, в среднем. То есть вот Дулат Ерзат у Армана в подкасте говорил, что наш сильный монтажер один день один ролик делает. То есть это, с утра до вечера он один ролик делает, да, соответственно. То есть ты, как средний уровень, сделаешь это за 3, может, за 4 дня, не знаю. Да. То есть, и сделали ли они это у своих моделях, у себя? Да, ответ. То есть это они все делали у себя. Другой момент, сколько они на это время потратили, да, вы же не видите за бортом там тысячи генераций, не знаю. Да, а люди заходят, первый пром дают, не выходят и пишут треды недовольны. Я тоже сейчас постоянно, у меня весь тред, что Хиксфилд не очень долго делается, вот. Я сам тоже, честно говоря, не фанат их, я фанат фаундеров, то есть Ерзат и Дулат. Мне нравится, как они двигаются, как они комментируют, но сам Хиксфилд, то есть они не первые, кто так придумал, по сути. Если ты помнишь, мы с тобой весной встречались, я говорил тебе о своей идее. В целом вот это агрегаторство, вот это, оно всегда было, есть люди, но они настолько это сделали сейчас на высшем уровне, что туда заходить в плане контент и креатор, как агрегатор и агрегатор, я думаю, они не стали заморачиваться, они не стали делать приложения, затраты лишние не стали делать, базируются в Алмате такие максимально простые ребята, которые схватили просто. Они вот это решение, то что вот когда мы встречались весной, такого не было у них. Они потом подключили вот эти. У них тогда было просто шаблоны. Свои модельки, шаблоны. Просто, знаешь, вот стратегически это лучшее решение в плане денег. Они настолько оптимизировали, да, сэкономили средства, потому что обучать вот эти модели дальше, да, они могли бы там Хиксфилд 2.0, 3.0 и дальше вот эти свои сотни шаблонов обучать, но это очень много затратно. Они сейчас просто API-шку подключили, условно, уже новое решение, да. И сейчас вот мы заходим, я вот захожу в Хиксфилд, да, я вообще не пользуюсь Хиксфилдом. То есть самим Хиксфилдом я вообще не пользуюсь. Я пользуюсь там Nano Banana, Seedream, Klink. Но просто они там, сейчас вот условно $89 я приобрел пакет креатор, который стоит $250. Сейчас со скидкой. Скидка у них постоянно скидка, у них там Black Friday постоянные какие-то. У них агрессивный маркетинг. Да, маркетинг у них, конечно, топ. Вот. И то, что ты говорил до этого, я вот касательно того, что как брать заказы, да, для начинающих, это очень важный момент, ты подчеркнул. Сначала надо показать себя и продать себя, свои навыки, да, то есть ты что-то берешь бесплатно, про это все говорят, да, не обязательно в креаторстве, это вот, что ты можешь дать сначала бесплатно, потом, продав себя на этом бесплатном каком-то макете, ты можешь дальше уже, если заинтересуешь, у тебя будут заказы, да, то личный пример, на Upwork я зашел, все пишут, что на Upwork невозможно брать заказы, это вот самая большая биржа для фрилансеров, я захожу, около 20 я подавал этих вакансий, там отклики пишешь, и ты, когда подаешь заявку, ты сам платишь за это. То есть это все деньги стоит. Я потратил $20 и ни одного заказа. Потом обращается какой-то клиент, первый заказ у меня был за $120, там я даже тестово 10-секундное видео показывал. И второй заказ был, видео был за $1200 заказ. Я ему говорю, я тебе сделаю 15-секундный демо, ты можешь, это будет без рисков для тебя, ты можешь просто оценить. Я этот 15-секундный бесплатный рилс делаю за 5 часов. Я просто заморачиваюсь. И делаю это 15 секунд классно. И там, оказывается, там 80 заявок.
я как бы, ну, я забрал, да, выполнил за $2200 плюс $450 он как бонус, да, чаевые отдал. После этого у меня вот последние несколько месяцев активно, уже плюс $3000. Сейчас мы студию подключили. Там на бирже фрилансер есть 2 этапа. Сначала ты как фрилансер, дальше ты можешь как уже предприниматель свою студию туда добавить. И сейчас у меня вот помощник один, и в целом можно вот так вот развиваться. То есть, кстати, здесь вот основной вот тоже, да, вот прям лайфхак. Что-то берите бесплатно, сделайте 10-15 секундное видео бесплатно, чтобы это было без риска, понятно для заказчика, и нужно в это вложиться. Если вы классно сделаете, то как бы вас обязательно возьмут. И в целом порекомендуют дальше. Долгосрочно, стратегически он может с вами еще дальше работать, и вы на нем как бы много заработаете. Это вот всегда так работает. То есть это вот правило нетворкинга, да, когда ты приходишь не с намерением что-то брать, а с намерением что-то дать. Да, то есть они тоже, не все новички понимают, что LTV важнее, чем здесь сейчас заработать, что в долгий срок пусть клиент тебя порекомендует дальше, еще вернется. А и это такая услуга, которая не одноразовая, по сути. Да. Ты не сейчас делаешь его ролик, у человека много мероприятий еще, у него много обновлений, компании новые, что-то. Да, то есть он всегда, ролик это всегда нужно, соцсети. Да я даже вот раньше своим, там, у меня когда тоже знакомые были таргетологи и прочее, они все мыслят так, что сейчас быстро настрою, большой чек дам ему, и все, как бы. И там неважно, результат покажу, не покажу, я же сделал свое. То есть надо вот, у меня тоже у самого эта проблема, что там нельзя забивать на заказ, надо всегда полноценно, качественно делать и больше отдавать им. То есть у меня тоже, я с этим борюсь, что иногда у меня есть такое тоже. Да, согласен на 100%. В целом, я думаю, была у нас интересная беседа. В целом, Айдын, как бы в завершении можешь сказать тоже пару слов. В целом, уже у нас вот Новый год. И тоже вот из практики, да, пару советов для молодых ребят, для тех, кто уже зарабатывает. И... Да. Ну, сейчас у вас есть яичко, которое может помочь вам не только креативить, а реально твердые знания. То есть у всех есть режимы обучения. Люди недооценивают их. То есть я сейчас сам иногда подрубаю этот режим, даже в чат GPT есть. Он очень классный. То есть он не сразу тебе, ты какой-то запрос даешь, не сразу тебе дает ответ, который, что типа вот в конце вот это, а методом объяснения пытается тебе, чтобы ты сам пришел к этому ответу. То есть тоже нельзя такие вещи игнорировать. Вот. Ну и надо, вот, как я говорил, тестировать самим, то есть прям как выделять время, что сегодня целый час тестирую что-то новое, а не в моменте заказ упал, надо лучше всегда быть готовым. Вот, что я понял на своем этапе. Ну и для тех, кто вот думает, сейчас поздно или не поздно заходить в искусственный интеллект, изучать, то есть искусственный интеллект — это не только создание контента, да, это автоматизация сложных рутинных задач, да, то есть, ну, на самом деле уже поздно, но это не значит, что не надо заходить. То есть сейчас рынок очень хороший, людей не хватает. То есть, допустим, мы сейчас и обучаем учителей, которые в будущем будут обучать учителей. Мы обучаем там экспертов. Допустим, мне одна компания сказала, вот мы даем тебе 3 бухгалтеров, обучи их, чтобы они другим бухгалтерам могли обучать. Там. И таких примеров очень много у нас. Поэтому везде нужны сейчас и эксперты, кто хоть что-то немножко в этом разбирается. Поэтому, если у вас есть к этому предрасположенность, обязательно этим занимайтесь. То есть не откладывайте. Да. Классно, Айдын, рахмет саған. Да, ребята, если было полезно, там лайки ставьте, подписывайтесь, делитесь, да, репосты делайте. Для канала будет очень полезно, буду очень благодарен. До скорой встречи, с Новым годом всех, барлықтарыңыз сау болыңыздар.